Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки – месяц апрель. Что по судьбе? Чем порадует, чем удивит, чем одарит? Апрель в этом году выдался невероятный. Сразу 3 события. Первое – это 2 новолуния. 1 апреля новолуние в 9:25 по вашему локальному времени. И второе новолуние у нас 30 апреля. 12 апреля 2 планеты, Юпитер и Нептун, сойдутся максимально близко в созвездии Рыбы. Это замечательный период. Мало того, что Луна растущая у нас идет, так еще и такое сближение таких сильных планет, которые отвечают за исполнение желаний, за любовь, за здоровье. Мои хорошие, не упустите возможность прокачать свою жизнь на несколько лет вперед. Во-первых, 2 новолуния дают нам возможность поправить наше финансовое состояние, положение. Ну а 12 апреля благодаря этим прекрасным планетам дадут возможность поправить и личную жизнь. По поводу новолуния я уже много раз говорила, как себя вести, что делать. В конце видео я еще раз повторюсь, если будет интересно, если подзабыли, оставайтесь до конца, и я еще раз повторю, что делать. По поводу 12 апреля встречи 2 планет, здесь очень важно накануне посидеть, подумать и прописать свой список желаний. Хотите, составьте карту желаний, хотите, просто напишите. Вот чего хотите, чего желаете. Крепкого здоровья, крепких отношений, любовь, счастье, да, для себя, для своих деток. Все это пропишите. Вот просто напишите. И весь день 12 апреля будьте в хорошем настроении духа, смотрите на эту свою карту желаний, на свой список желаний и представляйте, что это уже с вами случилось и совершилось. Бумажечку эту либо карту храните как можно дольше и желательно в своих личных вещах, чтобы энергетика ваших личных вещей соприкасалась с вашими желаниями. И тогда все будет замечательно. Итак, мои хорошие, настраивайтесь, пожалуйста, на гадание. Посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя, свою дату рождения, так и спросите, что по судьбе, либо что меня ждет в апреле. Просто спрашивайте, да? Отпустите свой вопрос и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Высшие силы вон моими руками откроют нам то, что сейчас скрыто, то, чего так сильно желаю услышать, знать. Так, ну чудеса, чудеса, пошли чудеса. Вы посмотрите, какие у вас хорошие знаки. Вот по дереву, да, что у нас идет? Чаша, первый хороший знак. Второй хороший знак – это падение какой-то стены, какого-то запрета, блока, да, того, что ограничивало, причем падение между людьми. Третий знак – это у нас лилия. Вот посмотрите, какая, пусть небольшая, но она есть. Это замечательно. И 4-й знак, не менее прекрасный, это дары. Дары, которые сверху на человека сыпятся. Я вам скажу такую вещь. Этот месяц просто вау. Он замечательный, гениальный. Не побоюсь этого слова. Кто зашел на эту отсыпку, не зря. Не зря вы зашли. Вас сюда просто завели высшие силы, либо ваш ангел-хранитель, ваша интуиция. Вот как ни назови, это все было не случайно. Эти предсказания для вас. То, что идет по дереву, это 100% случится. То, что в правой стороне, это для вас, а в левой стороне это возможно. Ну, давайте пойдем по порядку. Начнем мы с этой прекрасной чаши, из вот этих 2 человечков. Здесь смотрите, как интересно человечки показаны. Показаны их ресурсные наполнения, да, вот суть души. Женщина немножечко нервная, женщина немножечко такая осторожная, да, что-то уже видела, пережила, какой-то, может быть, не совсем благоприятный опыт имеет в своем запасе, а мужчина идет сильный и решительный. Мужчина
не боится проблем, он не боится сложностей и трудностей, он идет защитником этой женщины. Видите, женщина маленькая, мужчина у нас поболен, причем намного поболее, почти в 2 раза больше. И между этими людьми полная чаша. И смотрите, как интересно, вот края этой чаши, они склоняются к женщине. То есть любовь мужчины на момент, например, встречи либо создания отношений гораздо больше и ярче, чем любовь женщины. То есть, ну, по-простому говоря, да, мужчина влюбится и забудется. Женщина уже в данном случае принимающая сторона. Значит, мужчина будет стараться женщину свою добиваться, делать все возможное и невозможное для того, чтобы заслужить любовь, заслужить возможность с этой женщиной рядом находиться. Если отношений у вас нет, здесь прямое указание на то, что будет очень интересная встреча, очень интересное знакомство. И да, будет такой человечек, который влюбится и будет добиваться вашего расположения. Если вы дама замужняя, либо вы уже состоите в отношениях, ну, мужчина прозреет, поймет, что вот как же я тут, понимаешь, дружил, а оказывается, это ж не дружба, это любовь, самая настоящая, чистая и откровенная. И начнет, значит, он решительно действовать, дарить подарки, признаваться в своих чувствах, стараться окружить женщину любовью, заботой и лаской. Удивительное время, хоть у нас и не март, но апрель, вот именно в плане любви, эмоций он порадует. И еще раз говорю, если вы уже в браке, уже в отношениях, 12 числа не забудьте попросить у высших сил себе вот именно любовь спокойную, счастливую такой, знаете, вот размеренную. Ну, зачем вам эти страсти? Да, страсти, они сегодня есть, завтра нет. А вот когда люди душа в душу, когда у них такой прям священный союз, вот это замечательно. Этого попросите. Даже если у вас все хорошо. Попросите, чтобы вам еще и добавочку дали, да, чтобы так сверху еще посыпали такими лепесточками, да, роз. И все будет замечательно. Так, мои хорошие, с левой стороны у вас идут птицы. Птицы летят вниз. Птица, летящая вниз, это новости, информация неблагоприятного характера. То есть на протяжении месяца будут какие-то информационные бомбы. Насколько они для вас опасны, ну, я не могу вам сказать, что это какое-то критическое состояние. Скорее, беспокойство могут вызывать новости, которые будут поступать. Либо наоборот, будет напряжение от того, что новости не поступают. Вы будете ждать каких-то сообщений, новостей, а оно как-то, знаете, вакуум. Ничего не проходит, не поступает. А то, что поступают, какие-то там кусочки, отрывки, они достаточно будут тревожными. Значит, что хочу сказать, не реагируйте, постарайтесь мыслить критически, вот в прямом смысле слова, да, каждое слово оценивайте, со всех сторон оценивайте, насколько это может быть правдой, насколько это может соответствовать ситуации, либо положению дел. Старайтесь абстрагироваться. В лучшем случае просто блокируйте. Да? Вот все, что плохое вы слышите, просто блокируйте. С левой стороны эти птицы, они не несут в вашу жизнь какого-то удара, либо какой-то угрозы. Наоборот, это просто эмоциональный раздрай может пойти. Если вы будете следить за этими новостями, если вы будете реагировать на них, как, знаете, брать в голову, в сердце, ну, вы просто себя попусту будете тратить и эмоционально опустошать. Этого делать не стоит. С правой стороны у вас вот она птица. Смотрите, какая птица, которая летит вверх. Видите, вот эти, вот одна, вот вторая, они летят вниз, вот третья летят вниз, а это у вас летит наоборот вверх. Одна хорошая новость, одно хорошее сообщение, качественное сообщение, которое, возможно, вы долго ждали, сообщение, которое позволит вам что-то в своей жизни поменять к лучшему. Вот эту новость следует дождаться. Это, кстати, в первой половине месяца у вас произойдет. Возможно, вы уже ждали, возможно, вы сейчас ждете эту новость. Обязательно получите, сердце успокоится, поймете, что все хорошо. Это что по новостям, что по информации. Дальше идем. Люди.
Но хороших людей больше. Вот, пожалуйста, вот вышли хорошие люди, они и в хорошей форме, и плотность рисунка достаточно адекватная. Плохие люди есть. Особенно остерегайтесь людей с инициалами на букву «Д». «Д», да, что мужчины, что женщины. Либо скопление людей, места скопления людей тоже связаны с этой буквой, с буквой «Д». Я не могу сказать, что тут прям какой-то трэш может пойти вам от людей, но нервотрепка, напряжение, какие-то, может быть, не совсем адекватные личности, там, истеричные личности могут встречаться, могут портить там настроение, нервы, как-то, знаете, вот сумбур какой-то вносить, да, это может быть. Кстати, среди родственников тоже, вот видите, вот здесь два человечка. Они, правда, худенькие, в принципе, не сильно как бы на вас влияют, но тем не менее они выходят и выходят близко к дереву. То есть какая-то связь у вас с этими людьми есть. Это два человека, вот один, а вот второй. И видите, что делают? Они борются друг с другом. Возможно, кто-то из близких вам людей затеет драку, да? Будет там выяснять отношения, прокачиваться, может быть родственники, может быть коллеги, но они не с вами будут качаться, а будут между собой что-то выяснять. Понятно, что вас будет привлекать и один, и другой. Либо от вас будут ждать каких-то действий, да, чью сторону вы выберете, как вы себя поведете. То есть вас попытаются втащить в конфликт, который не является вашим. Здесь оптимальным будет, ну, как, знаете, применить либо одинаковый подход, да, вот, ну, как третейский судья, да, то есть судить людей строго и правомерно. То есть если оба не правы, то нужно вот такую позицию выразить. То есть ты не прав в этом, ты не прав в этом. И вообще, если вы там, например, родные и близкие, зачем вы спорите, зачем ругаетесь? Время-то сложное, нужно не ругаться, а нужно наоборот объединяться. Если вам сложно выбрать чью-либо сторону, просто тогда абстрагируйтесь, отходите, блокируйте себя и говорите, что я в такие конфликты не вмешиваюсь, мне больно от того, что близкие мне люди ругаются, я не могу никого выбирать, и то дорог, да, это как рука. Вот какой палец не отрежь, везде будет больно. И вы знаете, в данном случае, вот как я вижу эту картинку, да, потому что связь все-таки идет, вы как кислород, как воздух. То есть огня не бывает, если нет воздуха, да, нет кислорода. Если, например, да, вот я сейчас на свечку поставлю колбу, она затухнет без кислорода. Понимаете, вы еще здесь можете сыграть такую роль примирителя. Не примирителя, а как миротворца, вот. Так что, мои хорошие, возможно, на ваших глазах разыграется какая-то потасовка, но в ваших силах это все блокировать и остановить. Как бы вам ни хотелось, вот постарайтесь абстрагироваться, постарайтесь занять нейтральную позицию. Ну и если у вас есть достаточно серьезный авторитет, то надавите этим авторитетом, пусть люди просто перестанут тут буйствовать, да, и друг друга терзать. В ваших это будет силах и, кстати, в ваших же и интересах. Так, по хорошим людям. Ну, здесь двое помогают. Причем, знаете как, что-то дают, что-то приносят, либо что-то для вас делают. Это могут быть также и родственники, это могут быть и коллеги, и соседи, да, люди, которые хорошо к вам относятся. По полу я не скажу, кто они будут, но эти люди, они вас любят, высоко ценят и готовы просто по первому, да, сигналу, да даже без сигнала, всегда прийти на помощь, всегда прийти на выручку. Так, с детьми здесь у нас выходит ребенок. Кто переживает за своих детей, кто переживает за будущее своих детей. В принципе, ребенок вышел, правда, маленький. Маленький, это говорит о том, что нужно будет, конечно же, по максимуму уделить времени, внимания и интереса к жизни вашему ребенку. Но даже если ваш ребенок и не маленький, я просто про рисунок говорю, что ребенок маленький, это тот, кто нуждается. Был бы большой, я бы сказала, ну все нормально, никаких проблем. Ребенок сам совсем справится. Не мешайте ребенку развиваться. В данном случае, вот смотрите, ребенок крошечный выходит, то есть будет нуждаться.
даже если ваш ребенок взрослый, будет нуждаться в вашей помощи, в вашей подсказке, да просто в ваших объятиях, да, показать, что вы любите, показать, что вы всегда рядом. Не забывайте, жизнь она тяжелая, кто-то занят работой, кто-то своими делами, кто-то здоровьем, а дети зачастую растут сами по себе, да? Особенно в пубертатном периоде, они еще противные становятся, у них характер меняется. Вот. Могут даже и отстраняться. Но при этом они все равно остаются детьми и все равно нуждаются и в любви, и в ласке, и в заботе. Об этом никогда не забывайте. Кстати, по вот этому рисунку могу сказать, кого-то ждет приятная новость о беременности. Забеременеть можете вы, либо забеременеть может кто-то из ваших близких. Родственники, друзья, люди, которые с вами на близком расстоянии, как эмоциональном, так и физическом. То есть, возможно, даже вы будете кому-то помогать, консультировать, да, либо с кем-то радоваться вот этой прекрасной новости. Дальше, мои хорошие, здесь у меня идет какая-то работа, которая начнется. Как будто бы 2 раза, либо несколько раз вы пытались начать эту работу, но из-за каких-то событий либо откладывали, либо переносили. Вот дело, работа, может быть, какая-то ситуация, да, что-то перенесено было несколько раз. В этот раз вы возьметесь и как-то очень быстро это все закончите. То есть дело пойдет быстро, без всяких там перепонов, без всяких барьеров. Вот как взялись, так и сделали. Мало того, вас что-то еще будет подгонять. У кого-то отыграется, как что-то будет стимулировать, чтобы поскорее это все закончить, а кого-то будет подгонять. Может быть, события, может быть, какие-то обстоятельства, но поработать придется. Вот прям засучить рукава и конкретно поработать и попахать. Бояться здесь не надо, я вижу, что вы справитесь, никаких проблем не возникнет. Так, кто у меня без работы, кто работу у меня найти не может, либо у кого на работе сейчас есть проблемы. Проблемы могут быть в плане того, что начальство цепляется, в плане того, что как-то клиентов меньше стало, страхи за то, что будет с моей работой, как-то денежки не сильно стали поступать, а у кого-то вообще перекрылся поток поступления денег. То есть человек сидит озадачен и озабочен своей трудовой жизнью, да, что будет с этой жизнью и куда идти, чем заниматься, да, где себя применить. Значит, для таких людей сразу хочу сказать, не теряйте время, абсолютно не теряйте время. Какие-то ваши задумки, какие-то ваши планы по поводу вашего будущего, вашего развития начинайте реализовывать. И это время перемен. Перемен и качества, и подхода, и даже, вот знаете, что-то нужно делать по-другому, совсем по-другому. С ног на голову все нужно переместить. И очень важно быть на волне событий, реагировать на то, как меняется рынок труда, реагировать на запросы, да, которые поступают от людей. Все мы социально активные люди, все мы знаем, что такое интернет. Поэтому не сидите, не тоскуйте, не ждите, пока вам кто-то что-то вам предложит, либо для вас делает. Мониторьте. Понимайте, что люди хотят, что людям нужно, и постарайтесь переориентироваться. У вас получится, особенно у тех, кто занимался собственным бизнесом, да, который был не привязан к работе. Те, кто привязан к конкретному рабочему месту, пришло время себя прокачать, то есть получить какие-то новые знания, быть более конкурентоспособным по сравнению с своими коллегами. Прям, знаете, вот у меня идет информация, что вы уже об этом думали, может быть, кто-то уже начал чем-то заниматься, возможно, кто-то уже даже придумал себе какие-то дополнительные способы заработка. Время непростое, оно продлится не месяц, оно продлится гораздо дольше, но тем не менее я вижу, что благодаря смекалке, благодаря даже каким-то качествам, да, вот там как чистолюбие, желание не упасть в грязь лицом, у вас получится. А вы знаете, вот еще идет такая информация, вот возможно, прям 100% для кого-то отыграется, а вы человечек такой, вы
Когда у вас все ровно гладко, ну более-менее, да, условно говорю, ровно гладко, вы не хотите двигаться, не хотите продвигаться, развиваться. Когда у вас, извините, земля под ногами горит, вот тогда вы и думать начинаете, и действовать начинаете. И самые вот смелые идеи и глобальные победы в вашей жизни всегда происходили от того, что времена становились критичными. То есть в панике, в стрессе, в какой-то, знаете, с повышенным каким-то адреналином у вас всегда получается лучше. То есть вы берете какие-то невероятные высоты, которые в обычной жизни, рутинной жизни вам, ну, не то чтобы недосягаемы, просто вообще об этом не думаете. То есть от какой-то безнадёги, от какой-то блокировки вы сможете сгенерировать очень хорошую идею. Мало того, вы ее не только придумаете, вы ее еще и реализуете. Так что не надо обижаться на судьбу. Работайте, 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 у вас все получится. У вас есть идеи, куда двигаться. Вот пришло время все это реализовать. Так, идем дальше. Лилия. Ну, лилия — королевский цветок, я уже много раз говорила, кто смотрит мои цыпочки, тот знает. Лилия всегда говорит о подарках, о возможностях и о развитии человека. Значит, мои хорошие, будет подарок. У кого-то это будет подарок физический, да, то есть вам сделают подарок. Может быть, у вас день рождения, может быть, какая-то дата. Может быть, вы сами себе подарок сделаете, да, либо дорогие, любимые люди вас побалуют. Но в любом случае, по лилии, вот ждите подарка еще и от судьбы. То есть подарками будет этот месяц наполнен. Подарки от судьбы, какие они? Во-первых, это исполнение ваших желаний. Во-вторых, это возможности, которые от вас были закрыты. Закрыты вот просто от слова совсем, наглухо были закрыты. А тут начинают открываться. Здесь появляются какие-то люди с какими-то идеями, с какими-то предложениями. События складываются, да, вот очередность событий складывается именно в такую линию, которая приводит вас к результату, к чему-то новому, к чему-то совершенному. Будьте внимательны, смотрите по сторонам и понимайте, это ваше время. Время на то, чтобы себя серьезно вверх поднять, да, на несколько ступенек вверх пойти. Судьба на вашей стороне, высшие силы на вашей стороне, плюс люди по большей части будут окружать вас замечательные. Так, идем дальше. По поводу отношений. Я как-то перескочила, да. Здесь у меня женщина стоит, явно женщина, очень красивая женщина. Женщина в позиции ждущей. А здесь, значит, за закрытой дверью, за блокировкой стоит мужчина. Мужчина, который наконец-таки решится и начнет эту блокировку снимать. Но это отыграется у тех, кто в треугольнике, кто на расстоянии и кто в каких-то таких непонятных, запутанных отношениях. Вроде как один шаг вперед и 3 назад. То есть это мужчина так себя вел, а женщина ничего с этим поделать не могла. Она просто сидела, смотрела на всю эту ситуацию, потихонечку там плакала себе в платочек, да, и надеялась на лучшее. Вот начнутся хорошие перемены для вас. Мужчина начнет сам пробивать эту стену, начнет действовать решительно, как скоординируется, выберет приоритет, и этим приоритетом будете вы. То есть мужчина начнет двигаться. То есть если вы ждали, надеялись, вот, пожалуйста, вы дождались, ваши надежды начнут исполняться, реализовываться в жизни. Кстати, также может отыграться по поводу там сходиться, съезжаться. И мужчина, например, если где-то там отсутствовал, вы ничего про него не знали и даже не догадывались. И вот, да, кстати, важно, может отыграться еще и блокировка, да, если мужчина там вас в какой-то момент где-то там заблочил в социальных сетях. Ну, начнет он эти блоки снимать, придумает, может быть, какую-то невероятную историю, да, почему это все случилось, и будет опять в вашу сторону двигаться. В этот раз это уже будет, ну, 100% решение. Хочу сразу сказать, что женщине, вот если вы та женщина, которую я описала, вам, ну, просто знаете как, высшие силы дают все карты в руки. Во-первых, вы можете этого мужчину проучить, наказать и поступить с ним так же, как он поступал с вами. Ну, если очень хочется. Если вы ждали, надеялись, переживали, вот, пожалуйста, все откроется. Если есть у вас желание его в чем-то проучить,
карты в руки, пожалуйста, он все равно уже никуда от вас не денется. Так, и напоследок, да, что у нас тут напоследок? Ну, идет какой-то праздник, у вас идет веселье, либо вас будут приглашать на этот праздник, на это веселье. Вы там, кстати, звездой будете, сразу говорю, звездой вечера, звездой праздника. Ну, кто у меня занят деятельностью, связанной с выступлениями, с концертами, с какой-то самодеятельностью. Может быть, вы известный автор, да, вы пишете музыку, вы пишете стихи, может быть, вы поете, может быть, вы модель, выступаете. То есть здесь будет какое-то мероприятие, где вам удастся познакомиться с очень интересными людьми, которые смогут вас в будущем очень хорошо продвигать, либо помогать продвижению вашей карьеры. То есть не пропустите эту возможность. Может быть, кстати, это конкурс какой-то будет. И после этого конкурса будет, ну, как банкет, да, либо там посиделки участников. Не пропускайте, не отказывайтесь, идите. Там будет очень хорошее знакомство. Здесь не один человек выходит, тут выходят разные люди. Возможно, каждый из них в какой-то сфере может оказать вам услуги. Так, и еще по важному. Здесь... Но кто у меня на расстоянии, вот семьи, да, семья на расстоянии, как-то семья разделилась, одни в одну сторону пошли, другие в другую сторону пошли, будут хорошие новости. Новости хорошие, вы будете планировать свое соединение и объединение. К сожалению, я не могу сказать, когда состоится ваше объединение, но это не будет апрель. А если и будет, то это уже самые чуть ли не последние дни апреля. И опять же таки, вы где-то будете сначала объединяться, соединяться не в привычном для вас месте, а вот где-то на какой-то территории, на чьей-то территории. Но это не важно. Важно то, что вы поймете, что все хорошо, что возможность есть, что пройдет, может быть, там еще несколько дней, да, мы все соединимся, встретимся, и все у нас будет замечательно. Так, еще хочу отметить выгодную покупку, которая у вас идет на апрель. Выгодное приобретение. Это может быть что угодно, начиная от какой-то мелочи, заканчивая чем-то глобальным. Но в чем интерес к этой ситуации? Интерес в том, что вы весь эффект от этой покупки оцените не сразу, не в апреле, а лишь только через какое-то количество месяцев даже. Вот вы поймете, боже, вот как повезло, что я купила либо приобрела эту вещь. Ну, отыграться может что угодно, абсолютно что угодно. Вот. Но идет прям именно как дар, что ли, да, либо какая-то невероятная перспектива. Приобретая какую-то мелочь, ну, например, да, вы идете по городу, вы видите там какой-то блошиный рынок, вы подходите, видите там интересное колечко. Продавец говорит, ну, это как бы ерунда, да, дешманское колечко, вам оно просто нравится, вы его приобретаете, через несколько месяцев вы понимаете, что это колечко непростое, имеет какую-то там невероятную историческую ценность, да, и стоит оно там, например, там не $100, а 100 тысяч долларов. Это я условно говорю, да, это всего лишь пример. То же самое может быть, вы приобретаете автомобиль, либо велосипед. Проходит несколько месяцев, и этот автомобиль или велосипед уже там в 4-5 раз дороже стоит. Да? Вот что-то вот выгодное идет, выгодное, как накрутка еще идет. Либо вы приобретаете какой-то предмет, там, любой, да, там, ну, допустим, вы покупаете там кофеварку, да, просто кофеварку, обычную кофеварку. Проходит несколько месяцев, и обнаруживается, что эта кофеварка, она там действительно или в цене выросла, либо находится человек, который за любые деньги готов у вас ее выкупить. Знаете, вот что-то такое произойдет. Так что покупайте. Если хочется, берите. Вам ваша интуиция подскажет, что вам нужно взять, что вам нужно купить. Так, по поводу дорог. Но у одних дороги будут немножко спутанные. Путать будут вот эти вот либо нехватка информации, либо наоборот какая-то информация достаточно негативного характера. Это будет путать. То есть планы могут меняться, вы строите план, приходят какие-то слухи, информация, вы все меняете, потом, значит, на следующий день вы получаете опровержение, опять начинаете, да, то есть какие-то отмены, возобновления могут происходить. У других людей дорог будет как-то мало,
и все дороги будут сугубо вот натоптанные, да, то есть дом, работа, магазин, ну, как обычно выходили, да, ну, условно, опять же таки говорю, то есть ничего там сверхнового не происходит. Но вот что для всех едино, это планирование будущего. Очень много мыслей будет по поводу планирования будущего. И у одних, и у других. В принципе, что сказать? Да, планировать надо, и при этом планировании старайтесь учитывать интересы всех участников ваших планов, не только свои, и также прорабатывайте несколько, вот, ну, прям 2-3 запасных варианта на всякий случай. Вот чтобы у вас было, чтобы вы подготовились. Просчитывайте, продумывайте. Ну, ничего плохого в этом нет, наоборот, подстраховываться надо, мои хорошие. Так, еще по отношениям хочу сказать. Здесь у меня в левой стороне прям 2 сердца выходит. Возможно ухаживание. Для женщин возможно ухаживание мужчин, не совсем достойных вашего внимания. То есть мужчина может быть женат, мужчина может быть такой, знаете, ходок, мартовский кот, хотя это уже не март, но такой, знаете, несерьезный. Вот. Может, да, там добиваться вас, там что-то обещать, комплиментами засыпать и прочее. Особенно берегитесь тех, кто с такими мужчинами работает. Да. Человек просто может воспользоваться тем, что вы, например, в один лифт вошли, либо вдвоем там в кабинете остались, да, либо на какой-то ограниченной площади. Здесь вы можете столкнуться с харассментом. Кто женщины понимают, да, это очень неприятно, и вообще, да, такого не должно быть в современном обществе. Что касается мужчин, но я так скажу по мужчинам. Есть женщина, которой вы очень нравитесь, но вам эта женщина, вы, вернее, к ней, да, как бы не сильно расположены. Ну, даже если я вам скажу, что эта женщина идеальная, но вы понимаете, сердцу что не прикажешь. Да, возможно, будет там пытаться вас подкормить, как-то вас там задеть, да, пообщаться с вами. Имейте галантность, будьте джентльменом. Если уж никак она вам не нравится, да, вы не можете ничего с собой поделать, вы просто с ней поговорите, скажите, что я хочу с тобой там дружить. Объясните, как есть. Вот постарайтесь найти те слова, чтобы ее и не обидеть, и в то же время по-хорошему с ней поговорить и выйти на какой-то общий знаменатель. Это очень важно. Женщинам, которые столкнутся с такой ситуацией, да, например, мужчина вам очень симпатичен, но он никак на вас не реагирует, наоборот, там куда-то прячется, убегает при вашем присутствии, либо при вашем появлении. Мои хорошие, ну понимаете, жизнь она такая, сердцу не прикажешь. И вины в этом вашей нет, вы замечательная женщина, просто это не ваш человечек, и оно и к лучшему, понимаете? Оно и к лучшему. Так, не хочется на грустной ноте заканчивать отсыпку, но будьте, мои хорошие, рассудительны и внимательны к себе и к жизни, к вашему окружению, к событиям, которые происходят не только в вашей семье, но и в мире. И все будет у вас замечательно. Итак, мои хорошие, завтра у нас 1 апреля. В 9:25 у нас новолуние, а в 9:25 по вашему локальному времени. Ориентируйтесь на это время. Я сейчас вам еще повторю, что нужно делать для того, чтобы привлечь здоровье и денежку на целый месяц. Значит, берете 3 монетки. Желательно, конечно, брать одинаковые монетки. Если одинаковых нет, берите какие есть. В ночь с 1 на 2 оставьте эти монетки на окне. Неважно, видите вы месяц, не видите. В принципе, первый день, я думаю, что месяц не видно. Разве что в каких-то местах нашего мира там может что-то и видно. В наших широтах практически ничего не видно. Вы ложите эти 3 монетки на окно, на подоконник.
И говорите такие простые слова. Молодой месяц, иди на полный месяц, а мне на здоровье. 3 раза сказали, оставили эти монетки до следующего утра. На следующее утро вы эти монетки берете. Одну монеточку сразу себе перепрячьте в кошелек, пометьте ее, чтобы вы ее не потратили. Вторую монетку постарайтесь потратить, а вот третью монетку положите в живое растение, в живой цветочек. Да? Если вы живете в теплых краях и у вас сейчас тепло, вы можете куда-нибудь подкопать под живое дерево, под живой цветочек. Если у вас еще прохладно, то в домашнее растение, в домашний цветочек просто вот ее подсадите, эту монеточку. И все, вы получаете очень, очень мощный задел на лунный месяц, чтобы у вас и денежка была, и здоровье тоже хорошее у вас было. Вот. И не забудьте, что 30 апреля в 23:28 по вашему локальному времени будет еще одно новолуние. Повторите все то же самое, что вы делали 1 апреля. Вы за этот месяц, вот благодаря этим 2 новолуниям, можете укрепить свое финансовое положение, не только укрепить, но и приумножить. Пользуйтесь этими простыми практиками, они очень эффективны, ничего сложного нет. По времени, практически, сколько вы потратите? Максимум, да, там минуту и еще 2 минуты. Все, по времени никаких затрат нет, платить ни за что не надо. Не отмахивайтесь от этих практик, знайте, что они очень эффективны, и гениальность, она всегда в простоте. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.